Путин испытывает удовольствие от войны и не настроен на компромисс, поскольку считает, что может добить Украину. Как думаете, может быть доля правды и означает ли это, что Путин пока точно не собирается останавливаться? Дело в том, что сейчас вопрос, который вы затрагиваете, он не связан с тем, что желает Путин или не желает, нравится ему или не нравится. Дело в том, что это суть существующей системы и режима, это суть империи, война. Путин, можно начать и говорить и чуть раньше Ельцин, даже Горбачев, когда в период перестройки, вы вспомните, все время все эти демократические так называемые процессы сопровождались военными действиями, горячими точками и противостоянием, так как Россия номинально тогдашний Советский Союз провозгласил о равенстве, о праве народов на самоопределение, о демократии, о свободе слова, тут же начались те процессы, которые не предусматривали или нежелательны были для начавшейся новой системы, которая начала менять облик. Это же принцип в чем заключался? Нужно было сохраниться как империя и сохранить эту территорию. Вот с периода царской, когда они перестроились и восстановили Российскую империю, царскую империю тогдашнюю, под лозунгами большевиков. Это была Советская империя. В тех же границах, за минусом там Польши, Финляндии, и остальные уже снова вошли в этот состав Советской империи. После распада или трансформации Советской империи, она тоже сохранялась. В принципе, единственная страна, страны, которые встали на полный путь независимости, это были Балтийские страны. И Грузия, которая так же, как и Балтийские страны, заявили о создании независимого государства. Остальные республики и советские республики, кроме Чечни, Грузии и 3 прибалтийских республик, все согласились и вошли в новую структуру и в новую систему империи под названием СНГ, которая трансформировалась. И с этого времени задача существующей системы и власти была в том, чтобы официально оформить. Начали с Чечни, присоединили Чечню, потом Грузию и так далее. И война в Украине – это не просто желание или нежелание Путина. Это суть той системы. Путин пришел на волне этой войны, чеченской войны. И Путин существует все это время, он существует во время войн. Вспомните, нету ни одного года, где бы Россия не воевала бы или не готовилась бы к войне, не была бы причастна к каким-то военным действиям. Это суть этой системы, которую сегодня Путин возглавляет. Мы с самого начала говорили, что Путин не через 24 числа, то есть после 20 января, после инаугурации избранного президента Трампа, война не закончится. И, естественно, сегодня сами американцы и Трамп осознают, что это не так просто будет сделать. Потому что до тех пор, пока Запад не убедит эту систему сменить Путина, риторика не сменится, и война не остановится. И поэтому всем понятно, что пока существует Путин и система в лице Путина, война будет продолжаться. Наверняка это понимает и новая администрация Трампа, но сейчас идет речь о том, что нужно поговорить. Дональд Трамп говорит, что Путин хочет встретиться, он заявлял об этом даже публично, и мы должны положить конец этой войне. Также Трамп говорит, что подготовка к встрече идет, но даты таковой встречи он не называл. Тем временем Песков выходит и говорит, что да, Москва приветствует желание Трампа вести диалог с Путиным, но конкретных планов по встрече пока нет, заявил Песков. Раньше шлось про 3 или 6 месяцев. Почему так долго? Кто может тянуть? Может ли это Кремль затягивать такую встречу? Потому что Зеленский, он сказал сразу, что уже 25 января, скорее всего, я буду говорить с Трампом. У Путина как-то все очень долго. В планах пока еще ничего нету. Почему? Потому что
Если такая встреча произойдет, когда она произойдет, нужно будет выйти с конкретными предложениями, потому что для Трампа не просто встреча важна сама по себе. Вы вспомните, это все изменилось от сегодня, вчера, позавчера, несколько дней назад только Песков сделал такое заявление относительно еще не определена дата и время. Это вот после поездки вот кого-то из ближайшего окружения в Вашингтон, в Москву, вернее, в Соединенные Штаты Америки, они попытались обговорить, и когда им сказали, да, встреча такая возможна, но после этой встречи нужно будет конкретно сделать что-то по направлению остановки войны, перемирия или же завершения войны. А на это Россия сегодня не готова. Да, Путину очень нужна встреча с Трампом, он ее очень хочет, но он не готов сегодня, то есть Россия не желает сегодня остановить войну. И в то же время я могу сказать еще другое. Сегодня Соединенные Штаты тоже особо не заинтересованы в остановлении войны. Особенно вот не на тех условиях, о которых говорит. Да, пока Путин себя чувствует сильным, пока у него вроде бы идет все хорошо, он идет в наступление, он каждый день завоевывает все новые и новые территории Украины, шаг за шагом, метр за метром. И в этой ситуации, когда население всецело его поддерживает, экономика у него переведена вот в разряд на военные рельсы, и все готовы продолжать войну. И в этой ситуации остановление войны для Путина – это конец. И поэтому, да, он бы желал встретиться с Трампом, тем самым он бы подчеркнул, что для россиян, для России, что вот они воюют якобы не с Украиной, а с Америкой. И поэтому все так непросто. И вот переговоры по поводу перемирия или остановки войны, они ведут не с украинским руководством, а ведут с американцами. Вот для этой пропаганды, для усиления своей пропаганды и риторики, и продолжения войны, ему встреча нужна. Но так как в Соединенных Штатах Америки поставили вопрос о том, что после этой встречи нужно будет сделать что-то, что приведет к остановке или прекращению войны, вот к этому Россия не готова. И поэтому затягивается вопрос о встрече с Трампом. И точно так же, я думаю, что Соединенные Штаты Америки тоже сегодня не заинтересованы в той мере, чтобы Россия вот в том виде, в котором она сегодня находится, остановилась эта война. Россия еще недостаточно ослабла, чтобы с последующим диктовать ей условия о переустройстве, о трансформации или об отказе каких-то стратегических для кажущихся России заявлений и политической риторики и отказаться в первую очередь от имперской политики. К этому Россия еще не готова, и продолжение войны это ослабляет Россию, и это понимают все, и Китай, и Соединенные Штаты Америки. И в то же время заявление Трампа о том, что он может урезать помощь Украине, он тем самым возлагает большую ответственность за эту войну, за ведение этой войны на Европу, которая в первую очередь заинтересована в победе Украины и в поражении России. И поэтому Трамп будет требовать от европейцев больше вложений и больше помощи для Украины. Но тем временем было заявление министра обороны США Ллойда Остина. Он сказал, что Путин сегодня в отчаянии, и этому доказательство есть северные корейцы. Говорит про то, что Россия понесла очень такие серьезные, значительные потери в полномасштабной войне против Украины. Курская область, которая вообще не входила в планы России. И вот Путин был вынужден обратиться к Ким Чен Ыну, что давай, помогай мне. На что готов еще Путин в отчаянии? Потому что после этого шага проблем в Курской области не стало меньше. Им не получилось сделать то, что наверняка хотелось бы, и вернуть эту область полностью под свой контроль. Что дальше? Дальше война. Вот Путин и будет продолжать и делать то, что делает. Потери относительно на что намекал министр обороны Соединенных Штатов Америки, потери Россию не смущают, и они ее никогда не смущали. Мы с вами, по-моему, в тот раз говорили об этом, что Россия
российская армия страшна не тем, что она имеет какие-то очень стратегические подготовку в военном отношении или вооружение. Да, вооружение у них есть, но она славилась всегда, во все времена, с тем, что она не считалась потерями, ни собственными потерями, ни потерями противника. Поэтому это не показатель того, что Путина можно склонить или Россия может пойти на перемирие. Да, естественно, Курская область и то, что сегодня война проходит на территории России, это новое. Это новое явление вообще, потому что со времен Второй мировой войны на территории России не было иностранных войск, Россию не бомбили, хотя она, в принципе, не переставала вести войны в других странах и в других регионах. Но на собственной территории войны никогда не было. Единственное, что может изменить настроение российского общества, которое поддерживает всецело эту войну, это вот действие ВСУ на территории России, на территории противника. Как на наземные операции, также и воздушные операции с применением авиации и дронов сегодняшней техники. Поэтому только это может на сегодняшний день повлиять на настроение российского общества, если его так можно назвать, ну, на русистов, на их настроение относительно этой войны и этих процессов. И поэтому я думаю, что да, вот то, что сегодня делает ВСУ, вот это и есть и давление, и возможность склонить Путина или Россию, в целом Россию, остановить войну и завершить эту войну не перемирием, а на долгосрочной основе, отказом от амбиций, отказом от политических, от имперских амбиций, отказом от тех территорий, которые они сегодня в результате захватнической войны контролируют, занятые от Украины. Также вспоминается, что Кадыров, потому что уже 5 месяцев, как Курская операция продолжается, вот именно ровно 5 месяцев назад он обещал через 2-3 дня хорошие новости из Курской области. Как думаете, будет тот, кто сможет спросить Кадырова, ну что, где эти новости? Или вот такие фразы не очень быстро забываются и в России, и в этом обществе? Да, никто на самом деле никто уже давно ни в России, ни в Чечне не обращает внимания на то, что говорит Кадыров, потому что это абсолютно ровным счетом не имеет никакого значения. Вот он оказался перед камерой, он ляпнул то, что он ляпнул, и все. И больше ни последствий за этим, и ни ответа за это с него никто не спрашивает, и поэтому он абсолютно свободен вот в таких высказываниях. Я бы не придавал бы никакое значение этому. Но что интересно, он же после атак дронов на Чечню говорил про то, что нужно сегодня рассмотреть мобилизационный ресурс, и, мол, каждый должен записаться в список, каждый сотрудник силовых структур должен сообщить своим родным, знакомым. Говорит, что это не означает, что их сразу заберут, но в любое время, если нужно будет защищать и брать оружие в руки. Но если не только на его слова обращать внимание, я помню, что в 2024 году, в ноябре, Центр национального сопротивления в Украине, ссылаясь на собственные источники, говорили про то, что Кадыров якобы отправляет на войну против Украины чеченцев, и ему удалось собрать 84 тысячи человек. Но пока такой информации, чтобы так массово чеченцы были на фронте, мы не видим. Все же, какие шансы, что Кадыров соберет людей, тех, которых не жалко, да, вот не те кадыровцы, которые сегодня в его клане и наверняка защищают его собственную душу, а вот те люди, которых он бы не жалел и просто вот показал перед Путиным, что готов отдать на войну. Анастасия, дорогая, дело в том, что чеченцы вообще в мире, их более, может быть, 2,5-3 миллиона по всему миру. На сегодняшний день на территории Чеченской Республики находится чуть больше миллиона людей, населения. Конечно же, у Кадырова абсолютно нет тех ресурсов, о которых он говорит. Все, что у них имеется, это вот все вот эти отряды, и то, что они создавали в течение 20 лет в структуре российской
Росгвардии, структура Росгвардии. А то, что набирает Алаудинов и Кадыров под брендом Ахмат Сила, это, мы с вами говорили, это не чеченцы. Там есть среди них чеченцы, которых в качестве наказания отправляют туда. А так в целом вот набор вот этой бригады или этого полка или отделения, я не знаю какое количество, это все делается, собирается со всей России, даже со всего постсоветского пространства. Заключаются контракты и их отправляют туда. А вот его заявление относительно готовиться к войне, он понимает, это он пытается настроить население и подготовить население уже против нас, против наших вооруженных сил, которые сегодня находятся на территории Украины и воюют вместе с украинцами против России. Конечно, мы открыто заявляем о том, что после завершения войны в Украине наши подразделения, они передислоцируются на территорию Чеченской Республики. Для нас война не закончится перемирием между Россией и Украиной. Для нас война закончится, когда мы деоккупируем нашу страну, когда мы сменим преступный оккупационный режим на власть, которая изберет в свободных выборах чеченский народ. И, естественно, для Кадырова продолжение войны Украины это очень желательно, и в то же время он понимает, как только закончится война в Украине, то другие действия, если это не будет являться такой же горячей точкой или горячей фазой войны, но сам процесс деоккупации и перемещения наших подразделений, которые сегодня участвуют в военных действиях, они переместятся на территорию России, на территорию Чеченской Республики. Вот к этому и пытается подготовить население Кадыров, заявляя о том, что им нужно будет быть готовыми к войне. Но мы не готовимся к войне с нашим населением. Мы готовимся и готовим наши подразделения для смены режима и вернуть право чеченскому народу на право выбора, избрать свою власть и в дальнейшем устраивать свое будущее в соответствии с интересами чеченского народа. Тем временем мы также наблюдаем за тем, как Россия себя показывает как вот союзник, и немножко даже сегодня таким вот скандалом попахивает. Мы видим, что высокопоставленный иранский генерал, выступая на прошлой неделе еще в мечети в Тегеране, заявил, что Москва фактически обманула Иран, утверждая, что наносила удары по антиправительственным силам в Сирии. Кроме того, генерал также утверждал, что в прошлом году, когда Израиль наносил удар по связанным с Ираном объектам в Сирии, Россия просто отключила некие радары. Фактически она способствовала этим атакам. Как думаете, может вот такой скандал назревать между Ираном и Россией? И чем это чревато России? Потому что мы знаем, что Иран сегодня очень активно помогает, в том числе и в войне против Украины. Я думаю, что Иран не так активно сейчас уже принимает участие против Украины. И Путин теряет свое влияние за пределами именно из-за войны в Украине. Он предал интересы иранцев там во время этих каких-то атак в Сирии. Он предал Сирию. Он готов отказаться и от многих других точек и своего влияния по всему постсоветскому пространству даже. Мы видим, что они не то что предали, они не помогли в нужное время Армении. Сегодня Армения переориентируется. Те процессы, которые идут в Грузии, и Путин не может в той мере повлиять на ситуацию, как это он сделал бы до начала войны в Украине. Вот в связи с войной Украины Россия теряет очень много всего. И, естественно, вот этот миф, который сохранялся все эти века о том, что Россия сверхдержава, и что она готова влиять на процессы, вот этот миф сегодня Украина развеивает. Потому что вот все бы шло нормально, если бы Украина не начала сопротивляться. Если бы Путин тогда добился бы тех результатов, которые они собой переставили в течение месяца или нескольких недель, завоевать всю Украину и установить там преступный марионеточный режим, да, тогда его влияние усиливалось бы по всему миру.
А сегодня он все свое влияние теряет. И, естественно, в этой ситуации Иран и другие страны, которые смотрели на Россию как на спасательный круг в самые тяжелые ответственные моменты, теперь пересматривают свое отношение и к России, и к своей политике. Кстати, также вот если говорить в контексте мировых войн и то, что может быть дальше, ну, во-первых, мы помним, что Трамп обещал прекратить все войны, не допустить Третью мировую, но очень такое тревожное сообщение появилось 6 января в The Jerusalem Post, что Израиль должен подготовиться к потенциальной войне с Турцией. А все идет речь о том, что Анкара якобы стремится остановить влияние, которое имела во времена Османской империи. И здесь мы вспоминаем полуостров Крым, который также когда-то по истории был в Османской империи. Сегодня он под контролем России. Как думаете, если Эрдоган, правда, захочет воплотить свою идею в жизнь и все-таки так воевать с теми странами, там, например, вот Сирия, как сегодня говорят, и может даже Россия, насколько это возможно, что Эрдоган может пойти вот на такой шаг, что попросить у Путина, я не знаю, когда он будет ослаблен в том числе, сказать, давай, отдавай Крым, он теперь мой. Не знаю, вот насколько это сегодня возможно. Дело в том, что Эрдоган, при всем том, что он проявляет якобы лояльность Путину и поддерживает Россию, но не вступает в противоречие, не вступает в конфликт с Россией, он при этом не признал оккупации Крыма законным и не признал, что это территория России. Он всецело поддерживает, что Крым – это Украина. И он от этого не отказывался. И, конечно, если он будет когда-либо договариваться, или Турция, не будем говорить не о Эрдогане, а Турция когда-либо, если будет договариваться и обсуждать вопрос Крыма, они будут говорить с руководством Украины, но не с Россией. Потому что вот тот период и тот этап, когда вот, Турция может начать вот разговаривать по этому поводу, этот этап еще не наступил. Это произойдет после того, как Россия перестанет существовать как Российская империя, как империя. А это возможно будет только после поражения России Украины. И поэтому я уверен в том, что Эрдоган делает все, чтобы Украина в этой войне не проиграла, потому что он кровно заинтересован в победе Украины. И другой вопрос относительно Израиля. Я думаю, что Турция никогда не начнет войну против Израиля. Мы не будем забывать о том, что Турция – это НАТО. А НАТО никогда не пойдет и не начнет войну с Израилем. Да, у них могут быть какие-то разногласия, противоречия по многим вопросам, так как сегодня Эрдоган и Турция, они претендуют на лидерство в исламском мире, как это было в бытность Османской империи. Да? Безусловно, вот эти амбиции есть, и вот приверженность сегодняшней Турции и ее политики, когда они говорят о Великом Туране, это и есть часть реализации вот этой программы. Но это не означает, что европейскую часть так же, как и в Османская империя, будет находиться вот в интересах Турции с тем, чтобы установить какой-то контроль. В этом отношении Турция уже все сделала. Она является членом НАТО, и она сотрудничает и взаимодействует с другими европейскими странами. Турция, вы знаете, что многие годы пыталась стать членом Европейского Союза. И поэтому вот политика Турции и Эрдогана, она направлена на то, чтобы в большей степени восстановить влияние Турции не на европейской части, а вот на азиатской части, которая в то время контролировала Османская империя. Поэтому я не думаю и не предвижу войну, открытую военную фазу между Израилем и Турцией. Израиль – это Соединенные Штаты Америки, а Турция никогда не пойдет на войну с Соединенными Штатами Америки.
Что ж, будем верить, что, правда, вот чего-то большего точно не будет. Но еще вот в завершении разговора про так называемое союзное государство. Не знаем, про что говорил Лукашенко с Путиным, но Лукашенко недавно заявил, что в преддверии выборов, и он готов якобы передать власть стране новому поколению. Как думаете, вот эти все слухи, которые были в конце 24-го про возможный госпереворот в Беларуси, может это означать, что Путину сегодня надоел Лукашенко или, может, не выполняет все его требования и приказы? Может ли Путин сегодня теоретически попробовать заменить этого самопровозглашенного президента на какого-то другого? Я думаю, что для Лукашенко в первую очередь самое главное – это обеспечить и передать власть своему сыну. Вот в этом отношении, да, он готовится к тому, чтобы передать власть молодым, потому что вы знаете, что его сын, которого он все эти годы готовит, он естественно, из нового поколения, из молодых. И заигрывание в большей степени Белоруссии и, в частности, Лукашенко с Путиным, это с тем, чтобы он обеспечил ему правопреемственность власти, передачу власти именно своему сыну по наследству, как это в свое время сделал Гайдар Алиев, находясь в Америке и в сотрудничестве с Америкой, он практически обеспечил правопреемственность своей власти и передачу власти своему сыну. И да, в первую очередь это американцы поддержали, и в последующем Россия, и сегодня правит Азербайджаном, уже бессменно правит его сын. И вот на это расчет, точно такой же расчет у Лукашенко. Но он абсолютно, мне кажется, заблуждается, потому что те процессы, которые начались в Белоруссии именно в тот период, когда перед последними выборами, когда конкурировала с ним Тихановская, и вот то, что белорусы тогда показали о своей готовности к сменам, надо, политическая зрелость нации, она определяется сменяемостью власти. И белорусы нам показали, что они готовы поменять власть и следовать в этом направлении. Поэтому я думаю, что расчеты на то, чтобы передать власть своему сыну, они несостоятельны у Лукашенко, но готовиться к этому он уже начал, ведя вот эту свою кампанию. И когда он говорит о передаче власти новому поколению, он имеет в виду обеспечение правопреемственности этой власти для своего сына. Что ж, будем, конечно, наблюдать, как и будут проходить так называемые выборы в Беларуси. Благодарю вас, Ахмед, за важный разговор, за время, которое вы нашли, и будем, как всегда, желать победы и свободы вашему народу и нашему украинскому народу, потому что мы на это точно заслуживаем. Благодарю вас. Спасибо, Анастасия. Всего доброго.